В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня во всем мире отмечается Международный день коренных народов мира. Как влияет процесс глобализации на этнокультуры, как освоение Севера Арктики сказывается на традиционной деятельности коренных народов. Какие законы нужны, чтобы защитить их интересы. Об этом и не только в День коренных народов мы поговорим с гостями студии Михаилом Погадаевым, заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики, и Леной Ивановой, уполномоченной по правам коренных малочисленных народов Севера Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня регионам Арктики уделяется большое внимание как со стороны федеральных властей, так и всего мира. Это связано с возрастающим и промышленным, и геологическим интересом. Этот интерес вызывает у вас опасения или наоборот, с развитием экономических территорий у коренных народов появится больше возможностей? Нужно сказать, что Арктика – это уникальный регион, да? Это уникальная, очень хрупкая природная среда. Это люди, которые тысячелетиями проживали на этой территории. Это коренные народы, которые сохранили самобытную культуру, традиционный уклад жизни. Поэтому, конечно же, у всех возникают опасения в связи со стремительным развитием Арктики, в связи с глобальными изменениями климата. Да? Поэтому, конечно же, есть определенные опасения, но в то же время сегодня и на уровне нашей страны интерес к Арктике возрастает. И сегодня мы говорим о том, что стратегически Арктика – это стратегический регион и должна развиваться и экономически, и в социальном плане. Поэтому есть у нас сегодня определенные надежды. Правительство Республики Саха-Якутия сегодня разрабатывает стратегию развития Арктики и государственную программу социально-экономического развития арктических районов Республики Саха-Якутия, где, конечно же, будет уделено место и вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. В арктических районах Якутии началось активное промышленное освоение. Как строятся взаимоотношения представителей коренных народов с компаниями-недропользователями? Любые взаимоотношения с недропользователями, они должны основываться на законах. И основа тому у нас в Республике Саха-Якутия – это закон об этнологической экспертизе в Республике Саха-Якутия, а также законы о территориях традиционного природопользования в Республике Саха-Якутия. И эти законы, они закладывают основу для того, чтобы состоялся равноправный диалог. Поэтому на данный момент в республике у нас проведено 13 этнологических экспертиз. Эти экспертизы всецело, научно, обоснованно говорят о том, допустимо ли влияние хозяйствующих субъектов на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. А оправдывает ли ожидания вот этот принятый закон? Во-первых, нужно сказать, что он пионерский. У нас в Российской Федерации, кроме Республики Саха-Якутия, такого закона нигде нет. Его изучают. На его основе сейчас разрабатывается проект федерального закона. Он оправдывает, поскольку те договорные отношения, которые строятся без каких-то научных исследований, они иногда бывают недостаточно, скажем, оправданными. А мы считаем, что этот закон, он должен быть вообще в Федерации. А как вы оцениваете те меры поддержки, которые предусмотрены сейчас для коренных малочисленных народов в стране и в регионе? Нужно сказать, что в нашей республике большое внимание уделяется вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Как уже Лена Степановна сказала, во многих вопросах законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера Республика Саха-Якутия является лидером среди российских регионов. Да и даже на международном уровне известны наши инициативы, например, по кочевым школам, по кочевой семье и так далее, да, по этнологической экспертизе. Поэтому, конечно же, сегодня существующие меры, они достаточно обширны. Если их перечислять, то на это уйдет много времени. Но нужно сказать, что существует также в рамках гармонизации межнациональных отношений, национальной политики тоже определенные меры поддержки именно на развитие, укрепление материально-технической базы общин коренных малочисленных народов Севера, на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера, которые поддерживают их инициативы общественные, гражданские, да, и, в принципе, вносят вклад в сохранение, так скажем, культуры, языков этих народов.
Ну и в целом по всем направлениям в области образования, в области культуры, здравоохранения и так далее ведется большая работа по развитию той инфраструктуры, которая существует именно в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Конечно же, все равно острота проблем, она все равно остается, да, то есть это связано и с сохранением исчезающих языков, самобытной культуры и так далее. И поэтому необходимо расширять эти меры поддержки, конечно же, но нужно опять же отметить, что Республика Саха-Якутия является во многом пионером, лидером среди российских регионов, и мы не собираемся на этом, как говорится, останавливаться, будем дальше продолжать развивать и законодательное обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, и все меры поддержки. Сегодня мы должны говорить о возрождении традиционных отраслей хозяйствования, да, это оленеводство, рыболовство, охотничьего промысла, с использованием инновационных методов, с поддержкой малых форм хозяйствования. То есть все вот эти меры, они будут только расширяться и будут укрепляться. Юлия, я бы хотела еще отметить, что не зря темой Международного дня коренных народов, который мы сегодня отмечаем, в 2019 году является сохранение языков. И каждые 2 недели в мире исчезает язык. Поэтому так крайне важна та государственная поддержка, которая проводится по сохранению языков. И в республике мы действительно бьем в набат, что мы сами коренные перестаем говорить на своих языках. Это боль, трагедия всего общества, не только государства. В первую очередь это семьи, в них перестали говорить на языках. А как сохранить? Что делать, чтобы не переставали говорить? Специально есть государственная программа, в том числе и на федеральном уровне. И Айсен Сергеевич Николаев, Илдархан Республики, тоже дал поручение. Сейчас разрабатывается государственная программа Республики Саха-Якутия конкретно по сохранению языков. Не только, конечно, официальных языков коренных малочисленных народов Севера Якутии, но и русского, и якутского, чтобы мы сохраняли свое языковое многообразие. А как налажено взаимодействие института, уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, и министерства? Ну, мы с Михаилом Александровичем можем сейчас четко сказать, что взаимодействие уполномоченного со всеми исполнительными органами государственной власти налажено. Свидетельство тому то, что вчера мы провели первый семинар совещания, на котором присутствовали общественные представители и помощники уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике. Мы вместе выезжаем в районы. Допустим, в Нерюнгри мы были в июле и там провели совместное тоже совещание по актуальнейшей теме о проблемах взаимоотношений недропользователей в Нерюнгринском районе. Так что, можно сказать, мы все, и уполномоченные по правам КМНС, и государство, и общественность в лице ассоциации коренных, мы, и, конечно же, законодательная власть в лице профильного комитета Илтумена, мы все вместе в одной связке. Ко Дню коренных народов мира в этом году в Якутии приурочено большое количество мероприятий. Какие из них можете отметить как наиболее яркие и важные для дальнейшего развития культуры, языка и традиций? Действительно, всю вот эту неделю перед Днем коренных народов по всей Республике Саха-Якутия проходят мероприятия во всех районах и местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Здесь, в Якутске, тоже мы провели достаточно большое количество мероприятий. Это и такой очень большой и уже вышедший на межрегиональный уровень фестиваль иванкийской культуры «Аюкта», который проводится при поддержке инициативы Жиганского арктического района. Кроме этого, при патронате уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера состоялся 5-й суглан молодежи коренных малочисленных народов Севера, в котором также приняли участие не только молодежь из мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, но и из других регионов Российской Федерации. Также проходят различные семинары, совещания, круглые столы по вопросам сохранения языков, культуры коренных малочисленных народов Севера. То есть в целом это не только танцы, песни, фольклор народов, но это также и содержательная часть, которая как раз-таки посвящена вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Севера,
на защиту исконной среды обитания, на социально-экономическое развитие и так далее. Вот. И сегодня, 9 августа, в городе Якутске на площади Орджоникидзе в 11 часов состоится фестиваль «Кочевья 2019». Это такой ежегодный уже праздник, в котором участвуют и представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, вся общественность республики, гости, жители города Якутска. И на этой площади там тоже предусмотрен ряд мероприятий, целая программа. Это и этноигры, и конкурс хороводных танцев, и выставка, и так далее. Поэтому мы всех приглашаем принять участие в этом замечательном празднике. Лена Степановна, а на ваш взгляд, что можете отметить, какие мероприятия? Да, с 2012 года эти мероприятия у нас проходят массово на площади Орджоникидзе, и мы можем сказать, что это уже стало брендовым праздником коренных малочисленных народов Севера. Чем 2019 год отличается? Тем, что действительно инициатива от самих жителей пошла. Жиганцы сами, выиграв грант президента Российской Федерации, они организовали вот такой вот праздник. Я желаю всем нам, всем коренным жителям Республики Саха-Якутия сохранить уникальную традицию, культуру, поскольку мы все коренные, то есть корнями земли. Михаил Александрович. Да, я бы тоже хотел пожелать всем жителям республики действительно придавать большое значение вопросам сохранения уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера. А своим сородичам, представителям этих народов, хотел бы пожелать жизнестойкости и процветания. Михаил Александрович, Лена Степановна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.